Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшапшара. Сейчас расскажем по традиции самые главные темы сегодняшнего выпуска. В селе Мачара прошел республиканский съезд армянской общины Абхазии. В работе съезда принял участие президент Бадра Гунба. В ближайшее время госкомпания «Абхазтоп» заключит договор о поставках с российской нефтегазовой компанией «Роснефть». Масленицу отпраздновали в Абхазской государственной филармонии. Президент Абхазии Бадра Гунба утвердил членов Общественной палаты. Ими стали Астамур Адлиева, Коба Гогохи, Анна Гуния, Алхас Гургулия, Абисалом Кварча, Гульнара Кичба, Фрида Лазба, Отар Ломия, Александр Страничкин, Батал Тапахуа, Низам Хапат, Мелик Хачарян, Руслан Хашик. Общественная палата Абхазии состоит из 35 человек. 13 из них утверждает глава государства, 11 представляют районы и города, еще 11 представителей политических партий, общественно-политических движений и общественных объединений, зарегистрированных в Минюсте. Бадра Гунба направил генеральному прокурору Республики Абхазия Адгуру Агырба резолюцию собрания политических и общественных организаций Абхазии, состоявшегося 18 февраля в Сухуме, с просьбой провести проверку изложенной в ней информации в отношении указанных в резолюции должностных лиц. Президент не ставил под сомнение наличие нормативно-правовой базы для нахождения в Абхазии ряда российских организаций, отметил полномочный представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба, комментируя высказывания экс-депутата Ильи Гуния на собрании политических и общественных организаций Абхазии, которое состоялось 18 февраля в Сухуме. В частности, Илья Гуния заявил, что Гунба поставил под сомнение наличие нормативно-правовой базы для работы в Абхазии Пенсионного фонда Российской Федерации, Российского военного госпиталя, паспортизации 2002 года и нахождения российских войск в Абхазии. Шамба прокомментировал каждый из аргументов экс-депутата в отдельности. Вышеперечисленные случаи из нашей современной истории в своем интервью президент Бадра Гунба приводил не для того, чтобы, как сказал Гуния, оправдать деятельность по возможному приему документов на выдачу гражданам, обладающим гражданством России, внутренних паспортов. Глава государства привел данные примеры, чтобы призывать общественных деятелей безапелляционными высказываниями не ставить под сомнение юридическую правомерность абхазо-российского сотрудничества, подчеркнул Шамба. Ознакомиться с комментарием полномочного представителя президента в парламенте можно на странице информагентства Абснепресс. Алик Минасян вновь избран председателем армянской общины Абхазии. Республиканский съезд общины прошел в селе Мачара. В работе съезда принял участие президент. Репортаж Аэлиты Арутюнян. 249 делегатов со всех районов республики приняли участие в Республиканском съезде армянской общины Абхазии. С основным докладом о проведенной за 3 года работе выступил руководитель общины Алик Минасян. Он подчеркнул, что все, что сделано, результат общей работы. Каждый член общины внес вклад в укрепление абхазского государства и сохранение армянской культуры. Я уверен, вместе мы способны сделать Абхазию сильной, самодостаточной и процветающей. Сегодня съезд отчетно-выборный. Отчетный, потому что 3 года назад, принимая доверие стать председателем общины, я взял обязательство регулярно отчитываться о нашей работе. Это не мой личный отчет, это результат нашей общей работы. Каждый из нас внес свой вклад в укрепление абхазского государства и сохранение культурной самобытности амшенских армян. Наш фундаментальный принцип остается неизменным. Армянская община поддерживает независимость Абхазии и способствует развитию ее государственных и гражданских институтов. И сегодня мы продолжаем следовать этому пути. С приветственной речью к делегатам съезда выступил Бадра Гунба. Президент подчеркнул, что Абхазия всегда отличалась своим многообразием культур, многогранностью, взаимным уважением, терпимостью и толерантностью. Народы республики взаимодополняют друг друга. Это прекрасная возможность жить вместе и сообща работать на благо страны. Армянская община на территории Абхазии проживает более 100 лет. И
в рамках нашего формирования за эти годы, десятилетия, мы знаем, что вклад армянской общины в становление нашей страны велик. Мы помним каждого гражданина, который привнес свой вклад в становление нашего Отечества. Только вместе мы можем сохраниться как страна, только вместе мы будем сильнее. Особые слова признательности президент выразил руководителю армянской общины Алику Минасяну. Его активная и ответственная деятельность, а также постоянная работа по укреплению межнационального согласия заслуживают искреннего уважения, подчеркнул глава государства. Этот человек в свое время, в непростые годы для нашей страны, с оружием в руках, вместе со своими братьями отстаивал нашу свободу и независимость. Все, что мы делаем в рамках созидания внутри нашего общества, укрепления нашего государства, это залог будущего нашей страны, будущего поколения, которые должны и будут достойно нести те славные традиции, которые сохранялись десятилетиями и веками. В рамках съезда был показан видеоотчет о проделанной работе за 3 года. Ежегодно представители армянской общины Республики Абхазия поздравляют с окончанием учебного года педагогов, учеников и их родителей. Отличившихся учеников награждают знаками отличия за проявленную активность в учебе и спорте. В 2023 году в Абхазском государственном университете на педагогическом факультете был возобновлен набор на армянский сектор заочного отделения, в рамках которого армянская община Республики Абхазия ежегодно оплачивает учебу будущим педагогам. Путем голосования Алик Минасян был вновь избран председателем армянской общины. В своей речи после избрания он поблагодарил делегатов за оказанное ему доверие и рассказал о планах на ближайшее будущее. Так будут запущены проекты для поддержки молодежи и развития спорта. Отдельное внимание будет уделено сфере информационных технологий. Айлита Арутюнян, Ахрамичба, Абхазское телевидение. Кассационная инстанция Верховного суда оставила в силе постановление Сухумского городского суда в отношении Думава, Арзанба и Кокая. По итогам рассмотрения постановления Сухумского городского суда об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста оставлены без изменения. Проблема с перебоями поставок топлива будет решена. В ближайшее время госкомпания «Абхазтоп» заключит договор о поставках с российской нефтегазовой компанией «Роснефть», что создаст равные условия для всех участников топливного рынка, в том числе для небольших автозаправочных станций. Тему продолжит Гугут Савардания. Самвел Давтян руководит автозаправочной станцией в районе Синопа. По его словам, последние несколько месяцев АЗС находится на грани выживания. Некоторым коллегам Самвела и вовсе пришлось закрыться. Проблемы возникли, когда у государственной топливной компании «Абхазтоп» начались перебои с завозом ГСМ в ноябре 2025 года. Вот ноябрь, октябрь, декабрь, январь, февраль мы работаем сейчас на убытке. Мы закупили бензин одной ценой, например, по 66 рублей, а сейчас продаем 56 рублей. Потому что нам продали бензин по одной цене и резко снизили цену. Почти на 10 рублей скинули цену. Как так можно жить? Как так можно работать? Мы сейчас не рентабельны, мы на убытке работаем. В стране периодически возникают проблемы с поставками ГСМ, что приводит к образованию очередей на крупных автозаправочных станциях. Специалисты профильных ведомств неоднократно обсуждали возможные пути решения ситуации. На недавней встрече президента Бадры Гумба с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко в Москве была поднята и эта актуальная тема. В ходе беседы стороны достигли ряда важных договоренностей. Абхазская государственная топливная компания «Абхазтоп» подпишет контракт с российской нефтегазовой компанией «Роснефть» о поставке ГСМ. Наши граждане сталкиваются с неудобством, когда образуются на отдельных заправочных станциях очереди. А также зачастую бывает, что на остальных автозаправочных станциях нет топлива. Поэтому мы считаем этот вопрос очень важным. Исходим из принципиальной позиции создания равных условий как внутри рынка розничной торговли,
так и для оптовиков. Мы достигли следующего соглашения, что государственная российская компания «Роснефть» напрямую будет заключать контракт с абхазской государственной топливной компанией «Абхазтоп». Для нас очень важно, чтобы все участники топливного рынка находились на одинаковых условиях, на одинаковых конкурентных условиях. Президент отметил, что такой механизм позволит создать равные условия для всех участников топливного рынка Абхазии, в том числе для небольших автозаправочных станций, и обеспечит стабильность поставок, а также доступные для покупателей цены. Глава государства услышал нас, поддержал нас, вник в ситуацию и достигнуты определенной договоренности. Я думаю, что с марта месяца наша компания заработает, вновь задышит. У нас заправляются организации, бетон, лесхозы. Нормально так все. А по какой цене на данный момент? Ну, по цене второй бензин 56 рублей сейчас стоит. Пятый бензин 77, а дизель 60. Государственная компания «Абхазтоп» обеспечивает топливом более 300 АЗС, которые сегодня не способны работать в полной мере. Кроме того, у «Абхазтопа» закупаются на выгодных условиях государственные организации. Во-первых, тут надо, наверное, отметить то, что помимо государственных структур порядка до 300, наверное, заправочных станций частных, которые тоже у нас брали по выгодной для них цене, они тоже заработают. Очередя закончатся на этих больших заправках. Это очень важно. Вот я живу в Драндах, у нас достигали пробки 20-30 машин, приходилось стоять часами. На весь район действовала одна заправка всего. И было очень плохо. Абхазская государственная топливная компания «Абхазтоп» заключит контракт о прямых поставках топлива с российской нефтегазовой компанией «Роснефть» в марте этого года. Гугу Савардания, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Президент Бадыр Гунба совместно с главой Гулрыбжского района Саидом Харазия проинспектировал новое здание службы ЖКХ и технический парк. Затем в администрации района состоялось собрание актива, на котором главе государства рассказали об итогах деятельности администрации за прошлый год. Подробности в материале Ирины Аршпа. Парк спецтехники в Гулрыбжском районе планомерно обновлялся в течение последних нескольких лет. Только в прошлом году на приобретение экскаваторов, мусоровозов, бульдозера и грейдера было выделено более 92,5 миллионов рублей. На сегодняшний день в распоряжении района 23 единицы спецтехники. Главе государства рассказали о работах, проведенных для укрепления материально-технической базы ЖКХ. 9 и 22-21 сентября были сильные паводки. В районе было очень много повреждений, особенно в селе Бахмаран. Там работы провели мы около 22 дней. Там работал гусеничный экскаватор. Вся техника, которая была в гараже, все работы были выполнены. Также мы провели работы в Мясниково по чистке русла реки. Там провели на курортной временные работы сделали. То есть все работы ежедневно проводим по заявлениям, по просьбам, работать на нужды района. Президенту показали и отремонтированное за счет средств местного бюджета здание службы ЖКХ. На эти цели было потрачено 9 миллионов рублей. При плане 527 миллионов 454 тысячи рублей фактические поступления в бюджет Гулрыбжского района в 2025 году составили чуть более 563,5 миллионов рублей. Из них собственные доходы 340 миллионов, что по сравнению с 2024 годом больше почти на 166 миллионов рублей. Реконструкция международного аэропорта в селе Бабышира стала мощным стимулом как для развития туризма в районе, так и экономики в целом. За отчетный период сумма налогов, поступивших от его деятельности, составила 183 миллиона рублей. В районе ведется планомерная работа в части решения проблем водоснабжения, энергетики, ремонта дорог. Вопрос сбора средств за потребленную электроэнергию находится на постоянном контроле. В прошлом году в районе было установлено 3121 прибор учета электроэнергии. На сегодняшний день охват по району приборами учета составляет 33%. Говоря о сравнительном анализе, хочется отметить, что за 2025 год было начислено 213 миллионов 716 тысяч 890 рублей. За аналогичный период 2024 года было начислено 218 миллионов 561 тысяча 610 рублей.
Оплачено в 2025 году 111 миллионов 654 тысячи 610 рублей. За аналогичный период 2024 года оплата составила 79 миллионов 618 тысяч 990 рублей. Процент оплаты в 2025 году составляет 52,2%. На ликвидацию стихийных бедствий, произошедших в сентябре 2025 года, направлено 5 миллионов 198 тысяч рублей. Всего на проведение ремонтно-восстановительных работ, приобретение оборудования и инвентаря, а также работ по благоустройству территории района направлено 37 миллионов 294 тысячи рублей. Президент Бадра Гунба, выступая перед активом района, отметил, что достигнутые районом успехи ощутимы. Глава государства поблагодарил депутатов Гулрыбского собрания за поддержку кандидатуры Саида Харазия в качестве главы местной администрации. Действительно, показатели в районе, они ощутимы. Буквально за 2 года увеличение бюджета в 2,5 раза – это серьезное движение вперед. Да, действительно, есть факторы, которые этому способствуют. Открытие международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Ардзинба дает мощный импульс развитию района. Но при этом, при всем этом, должна чувствоваться хозяйская рука, отношение к району, отношение к жителям. И в этом смысле я уверен, что глава администрации, коллектив администрации района всецело направит свои усилия на решение тех важных, актуальных вопросов в рамках развития района. Годовой дефицит электроэнергии в стране достигает 700 миллионов киловатт-часов. Бадра Гунба отметил, что такую колоссальную нагрузку республика пока не может покрыть самостоятельно. Решением проблемы президент назвал масштабную установку приборов учета. Безусловно, динамика впечатляет, но мы ни в коем случае не должны останавливаться на достигнутом. В районе, как и во всей нашей стране, есть большое количество проблем, связанных с инфраструктурой, с ветхостью сетей. В том числе, вы знаете, что огромная проблема у нас в энергоотрасли. Дефицит электроэнергии у нас как минимум 700 миллионов киловатт-часов по году. Это колоссальные средства, которые, к сожалению, государство пока осилить, реализовать в рамках своих экономических возможностей не может. Поэтому, конечно же, мы тут опираемся и на поддержку наших российских коллег, но эта поддержка не может быть бесконечной. Мы должны создать благоприятные условия. Порядка 60 тысяч приборов учета мы установим в этом году для всех абонентов. Гулрыбский район аграрный. Президент напомнил, что 2026 год объявлен годом села и что в этом году 500 миллионов рублей будет выделено на поддержку крестьян. Бадра Гунба подчеркнул, что помощь государства будет нарастать с каждым годом. Здесь самое главное движение вперед и динамика. Вы можете вспомнить, когда несколько лет тому назад поддержка программ сельского хозяйства составляла не более 15 миллионов рублей. Это движение, я уверен, будет развиваться, и поддержка селам будет все более эффективной и в части финансовых средств более продуктивной. Через сохранение села мы решим большое количество проблем и, конечно же, снимем те угрозы, которые существуют в рамках сохранения идентичности. Поэтому, уважаемые коллеги, учитывая, что в том числе Гулрыбский район является сельскохозяйственным районом, мы будем наращивать эти объемы поддержки однозначно. Вы знаете, что в прошлом году мы начали масштабную работу по восстановлению инфраструктурных объектов, это в том числе Кодорское ущелье. Я уверен, что такого рода решения по комфортному, беспрепятственному доступу в Кодорское ущелье создадут в том числе как экономически благоприятные условия, это замечательные красивые места, рекреационные места, так и вопросы, связанные с безопасностью. Глава района Саид Харазия поблагодарил президента и актив за доверие. Для меня это не просто должность, это священное служение Богу, Родине и народу. Осознаю,
что мне вверяется не просто административная территория, а живая душа народа, его чаяния и надежды, трудности и проблемы. Верю, мы вместе сможем сделать наш район процветающим и благополучным. Саид Харази возглавляет Гулрипский район с февраля 2023 года. До этого он был депутатом Народного собрания, где представлял интересы жителей района 10 лет. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Ушла из жизни Русудан Квицыня. Более полувека, 51 год своей жизни Русудан Ушангиевна посвятила неустанному делу. После окончания Сухумского педагогического института она начала свой путь на республиканской станции юных натуралистов. С 1978 года ее судьба была неразрывно связана с главной библиотекой страны. За годы безупречной службы она прошла путь от рядового специалиста до ключевых руководящих должностей. За выдающиеся заслуги в области культуры и многолетний добросовестный труд Русудан Квицыня была удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия». Лекции, познакомившие старшеклассников с технологией беспилотных летательных аппаратов и 3D-моделированием, прошли в Гагарском лицее-интернате. Занятия проводили специалисты Белгородского государственного университета в рамках договора с Министерством просвещения Абхазии. Беспилотные технологии сегодня играют ключевую роль не только в сфере безопасности, но и в других направлениях деятельности. К примеру, в сельском хозяйстве, картографии и мониторинге окружающей среды. В течение недели представители Белгородского государственного университета проводили в Гагарском лицее-интернате лекции и знакомили учащихся с работой беспилотных летательных аппаратов и 3D-моделированием. Это симбиоз программы, которые позволяет уметь классифицировать, уметь составлять эти беспилотные летательные аппараты, а также делать возможные запасные части, делать рамы, изготавливать, работа на 3D-принтере. И это, думаю, поможет им в дальнейшем для того, чтобы вот этот фундамент, который мы заложили, это вот первый, будем говорить, кирпичик, который мы положили для того, чтобы уже в дальнейшем развивать их способности и интерес к инженерии. Развитие у наших учащихся Республики Абхазия инженерной мысли, моделирования, безусловно, это залог к будущим профессиям, нужным для нашей страны. Это инженеры, это проектировщики, это новаторы, это изобретатели. Мы очень рассчитываем на то, что среди наших учащихся появятся именно такие специалисты. В будущем я очень верю в то, что среди наших учащихся найдутся те, которые внесут большой вклад в развитие экономики Республики Абхазия. Учащиеся с энтузиазмом восприняли дополнительные занятия. Их обучали управлению беспилотными устройствами и их сборке. Помимо теории, они проходили и практику. Однако в связи с плохими погодными условиями было решено заменить реальный мир на симулятор. Меня обучали аэродинамике, также сборке дронов, также теории и управления ими. Больше всего мне понравилась отрасль аэродинамики, так как там было больше всего рассказано про строение дронов и как они могут вести себя и разновидности их. Мне очень, на самом деле, понравилось 3D-моделирование. Это было очень интересно. На деле я и сам собрал один дрон в 3D-моделировании. Было очень увлекательно. Взаимодействие Белгородского государственного университета с лицеем продолжится. Образовательные интенсивы будут организованы и для учащихся других образовательных учреждений республики. Ирина Богателия, Давид Хашик, Абхазское телевидение. В соответствии с планом по военно-патриотической работе и в рамках 6-й спартакиады школьников по допризывной подготовке гражданской обороны на базе 14-й школы проводится конкурс по неполной разборке сборки автомата Калашникова. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. В конкурсе участвуют старшеклассники 15 школ столицы. Сегодня дети соревнуются по неполной сборке автомата. Далее уже по результатам определяем наилучших победителей. Также в командном первенстве и в личном первенстве отдельно мы награждаем
девочек и мальчиков, которые показывают самое лучшее время из всех участников. Данное мероприятие мы проводим с целью популяризации стрелкового оружия, выявления и проверка их знаний, навыков, умений, ну и самое главное, выявление сильнейших команд. Мы ежегодно проводим мероприятия, приуроченные к Дню защитника Отечественного, связанные с военной тематикой. И в этом году также и в прошлом году. У нас есть рекорды в прошлом году. Сейчас мы смотрим по результатам, определяем, будут ли у нас рекорды в этом году. К примеру, кто сможет побыть прошлогодний рекорд. Масленицу отпраздновали в Абхазской государственной филармонии. Театр русской песни Алены Ларькиной исполнил народные русские песни, яркие хореографические номера. Концерт был организован Домом Москвы в Сухуми при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Московского дома соотечественника. Вместе с театром русской песни Масленицу отмечала Милана Агарба. Масленица – это веселый праздник прощания с зимой. Всю неделю перед Великим Пасхальным постом люди пекут блины, гуляют и веселятся, а в конце сжигают чучело, как символ обновления природы и прихода весны. Праздничный концерт, посвященный Масленице, был организован при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и при участии Дома Москвы в Сухуми. Гостем праздника стал сочинский театр русской песни Алены Ларькиной, который посещает Абхазию уже второй раз. Как отметила представитель Дома Москвы в Сухуми Мария Соя, главной целью мероприятия стало знакомство жителей республики с богатыми традициями и самобытностью русской народной культуры. Мероприятие достаточно интересное, по программе своей очень насыщенное. Сегодня мы хотим показать, как выглядит русское народное гуляние. Это будут элементы ярмарки, сама Масленица, как она проходит именно в России. И на организацию ушло, конечно, достаточное количество времени. Где-то в течение месяца мы плотно работали, созванивались, организовывали маршрут. С первых секунд зрители оказались в удивительной атмосферной обстановке. Артисты театра русской песни Алены Ларькиной в великолепных национальных костюмах исполняли народные песни, а центром этого сказочного действия стало традиционное чучело Масленицы. Зрители поделились впечатлениями о концерте, рассказывая о том, как они относятся к празднованию Масленицы. Некоторые приехали сюда на отдых и случайно попали на концерт. Все были вдохновлены атмосферой праздника и радостью, которую он принес. Замечательные голоса у певцов и исполнителей, замечательные костюмы. Очень хороший концерт, нам очень понравился. Большое спасибо нашим соседям из Сочи и из Адлера. Может, где-то грустно было, потому что целый день шел дождь, но вот этот концерт поднял настроение, вообще воодушевил, очень прямо весело на душе стало. Мне очень понравилось. Просто мне, как русскому человеку, весь мой генетический код русский всколыхнулся. Я отозвался на все вот эти песни, на праздники, на ту масленичную неделю, которая сейчас проходит. И я собираюсь напечь много блинов, пригласить друзей и угостить их. Вот, и, конечно, для меня это была большая радость для глаз, для сердца, для души. Масленица – это не только время гуляний и вкусных блинов, но и возможность собраться с близкими, вспомнить традиции и насладиться атмосферой приближающейся весны. Агарба Милана, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение.
В воскресенье, 22 февраля, на площади перед Абхазским драмтеатром жителей Сухума и гостей города ждет большой и веселый праздник. Широкая Масленица. Предусмотрены традиционные русские народные забавы, перетягивание каната, поднятие гирь, бег в мешках, сжигание чучела зимы. Всех гостей ждет главный символ праздника – блины и каша с дымком. Мероприятие организует Союз русских общин при поддержке администрации Сухума, посольства России в Абхазии, Дома Москвы в Сухуме, погрануправлением ФСБ Российской Федерации в Абхазии и представительства Россотрудничества. Начало мероприятия в 12 часов. А сейчас расскажем о погоде. В Абхазии в субботу без осадков, в воскресенье ближе к вечеру местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла. Температура морской воды плюс 10 градусов. На этом информационный выпуск Амшикшара подошел к концу. Всего хорошего, до новых встреч!